первого, да? Давай. О распродаже природных ресурсов. Где вы выйдете в этом законе о распродаже природных ресурсов? А что это такое, если вы там рекреативный бизнес? Рекреационная зона, вы, рекреационные зоны и есть наши природные ресурсы. Бакут Усенович. Это и есть наши природные ресурсы. Озеро, наша природа, наши рекреационные зоны, это и есть природные ресурсы наши. Чистая вода, чистый воздух, снег, горы – это все наши природные ресурсы, которые мы просто распродаем. Почти бесплатно. Поэтому они эксплуатируют наши природные ресурсы. Они придут и будут эксплуатировать наши природные ресурсы. И все, бесплатно причем. Вообще, я считаю, над этим нужно очень глубоко подумать. Я считаю, что этот закон неправильный, я против этого закона. Ничего личного, я сказал, лично вас я уважаю, особенно вашего отца я очень сильно уважаю. А это в интересах государства, я считаю, что это неправильный закон. Я против этого закона. Хорошо. Я могу ответить? Да, Джо Преспи. Тура этот, природные ресурсы, вода, воздух, тура это весь мир на этих природных ресурсах держится. И почему-то во всем мире, да, все, вы даже в любую страну ездите куда-то отдыхать, да, пользуетесь этим. И там инвестиции огромные, какие отели строятся, какие, воздух и вода, вот распродаем деген, природные ресурсы распродаем деген, вот турамес. Бакут Усенович, если вы хотите, вы просто в Австрию съездите и посмотрите, как они относятся, и как они распоряжаются своим природным ресурсом. Я знаю, как они распоряжаются. Вот съездите и посмотрите. Инвестиционно привлекательные зоны, куда они инвестиции не свои вкладывают, а инвесторов вкладывают. Мы же о инвестициях говорим речь. Здесь как сохранить это все? Тураво? Конечно, это будет очень большая программа, очистные сооружения, все. Это же не просто так. Вы сейчас говорите, что тем очистным сооружением мы сейчас туда еще добавим. Да? Нет, конечно. Давайте сделаем очень хороший закон, а уже она $1 миллион банковскую систему надо развивать. Надо развивать. Но здесь же они $1 миллион, вы перефразировали опять же мою фразу. Вы минимально спросили и максимально. Здесь речь идет о $100 миллионов, если взять. И о большей сумме идет речь. Поэтому мы предлагаем этот закон принять, чтобы хотя бы инвестиционно привлекательным его сделать Иссык-Куль. От того, что мы будем сейчас сидеть и говорить, что мы сами будем строить, мы сами будем Иссык-Куль развивать, мы то же самое будем через 50 лет иметь. Если будет такой подход, через 100 лет тоже не будем развивать. Какой подход? Вот такой вот, через распродажу. Через 100 лет там нечего будет распродавать, там все будет испорчено. И вода будет испорчена, и воздух, и леса. Подождите, мы что сейчас распродаем? Вы знаете... Султан Адрашид, давайте каждый при своем мнении останемся. Но я думаю, вы сейчас просто и народ, и всех вводите в заблуждение. Нет, это вы вводите в заблуждение. Я открыто, ясно говорю, что мы землю не продаем. Это мы, вы наоборот, вводите даем в заблуждение. возможность построить на этой земле. Бюро гелеп не, уж здание алып кетип калабы. Жерибизди алып кетип калабы жака. Нет, потому что мы будем бояться сейчас, что все они испортят, все они сделают. Мы что здесь, десятки миллионов туристов встречаем, что ли? Извините, мы каждый год на Иссык-Куле на сегодняшний день от 1 миллиона до 2 миллионов туристов встречаем. И что, испортили весь Иссык-Куль? Конечно. Зачем вы заблуждение вводите? Она портится, северный берег вообще непригодный, например, на сегодняшний день. Кто сказал? Там невозможно. Кто сказал? У вас есть анализы, что это непригодно? Зачем вот так говорить? А зачем анализ? Я сам езжу, купаюсь там. Я тоже там езжу. Я там сам купаюсь и вижу, какая там вода. Какая вода? Я против этого закона и призываю вас голосовать против этого закона. Потому что нам нужно совершенно по другому пути, по другой концепции развиваться, если мы хотим туризм развивать и все прочее остальное. Давайте нужно закон, совершенно другие вещи. Который мы поддержим. Другое дело, что для этого нужно более компетентные кадры,
более научный подход. Да, это тяжелее, но это долгосрочнее и надежнее, чем вот так вот брать и распродавать все наши трудовые, наши ресурсы. Опять же, я вас попрошу. Вы осторожнее- просто осторожнее распродаете. Этим относиться к законом слову мы распродажа. способствуем распродаже наших природных ресурсов. Никаких распродаж И нет. всё. Что тогда весь мир Идет распродаешь, что ли? распродажа. Все свои. И я против этого. Вы, если против, вы только в заблуждение народ не вводите словом распродажа. Это вы, Какая распродажа это вы вводите в заблуждение тем, что вы какие-то там, вы четко не можете даже сформулировать, что такое привлекательность инвестиционная. И этим самым вы в заблуждение вводите, что вы будете привлекать, инвестиционную привлекательность повышать, климат повышать. Султан Айдин, Это все как раз в заблуждение вводите может быть, наше я общество. в этом не понимаю, да, что-то не договорил, может быть, да, вы очень хорошо понимаете. Но давайте не будем сравнивать экономику Узбекистана. Идем по этому пути. 30 лет разваливали всю страну, и в том числе вы работали губернатором тогда, не я. Вы этого хотели услышать? Я как раз... Все разваливали, 30 лет разваливали. Сегодня мы хотим хотя бы деньгами инвестиционными. Вон, заводы строятся сейчас, вводят. Что вы хотите, за 2 дня это все построить? Бахат Давайте мы Усенович, поправим. Бахат Усенович, послушайте меня внимательно. Не буду я вас слушать. Когда я был... В народ только в заблуждение. Когда я вводит. был губернатором- Распродажи. Набрались этих слов, распродажи и тому подобное. Когда я был губернатором, вы пешком под стол ходили. Когда вы И губернатором я были, эту я область открывал я в на Баткене ноги аэропорт, поставил. если вы Я эту помните. на ноги поставил. А как вы аэропорт управляете, хорошо знаю. И как вы, Хорошо и знаю, как вы сейчас, губернатором. авиакомпания сейчас делает, как делаете деньги. Hurmatli kollegalar, И нечего здесь в заблуждение вводить все общество. Вы в заблуждение Вы словоблудием Вы в заним- заблуждение. Занимаетесь. Это вы занимаетесь словоблудием. Султан- Она берет, что беззаконно Акелинчев. Не можете даже дать определение, что такое Да, привлекательность сіз климата. умница, берет инвестиционная. определение. Начитались этих фраз. О чем? А больше еще таких голубазь. Вот именно, читать надо. И К мы сожалению, читаем, вы ничего мы не знаем, читаете, мы видно создаем отсюда. бизнесы. Давай, мы Дача. все места. Базар на коммерческом уровне. Вот что такое. На уровне коммерческого базарного коммерсанта. Sultanbay Adaşiç, hurmatli Надо на kollegalar. личность переходить. Kollegalar, Давайте. emin bu Именно, не Ахмат. надо переходить до личности. А что сделано в Баткенской области за это время, вы хорошо посмотрите. Я знаю. Султанбай- Вы вообще Мы понятия за не одну имеете, ногу. что такое Баткен. И еще тут беретесь рассуждать о моей работе. Вы посмотрите, что мною сделано за 4 года, пока я был губернатором. Sultanbay Adaşiç. Я Баткенский. эту область вытащил из дерьма, в отличие от вас. А вы только бабки делаете. Мы бизнесом занимаемся. Занимались, по крайней мере. Hurmatli kollegalar, biz emin mыйзамды болбоорун карап атабыз. Мен шақырып кетем, қарсы беріш керек. Бұл вообще керегі жоқ мизам бізге. Sultanbay Adaşiç,